К мэру города обратилась Наталья Байсарова, жительница из 33-го многоквартирного дома по улице Балкоева. Поделилась, что их пятиэтажка в запущенном состоянии, никем не обслуживается. Жалуются жильцы в основном на неисправную электропроводку и проблемные подвалы, заполненные мусором и водой. Вызвали слесарь, проверил. Сказал, труб нет, надо обращаться в администрацию. Отвечая на вопрос жительницы, градоначальник сообщил, что из республиканского бюджета выделено около 20 миллионов для создания муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Карабулака. Приобретены 2 единицы коммунальной техники, которые вывозят мусор и отвечают за уборку улиц города. Предприятие только заработало, но в Карабулаке уже заметно чище, будет еще лучше. Дидигов отметил, что скоро решится и вопрос управления домами. Мы сейчас еще будем разрабатывать аукционную документацию для того, чтобы выставить оператора по управлению за единого оператора, вернее, за управление многоквартирными домами. Поверьте мне, будет еще лучше. Будет, да, Андрей, будет. Все будет лучше, и вы заметно сами эти изменения увидите. Ну да, а непосредственно вашим домом я лично возьмусь сам. Всего в Карабулаке 38 многоквартирных домов, и практически ни в одном не создано ТСЖ, нет управляющей компании. Работники администрации объяснили горожанам порядок действия единой управляющей компании, которую должны определить в скором времени. В течение 10 дней мы отберем компанию, и до каждого подъезда мы доведем уведомлением, что выбрана такая-то компания, и на таких-то условиях с проектом договора довести до державной информации. И туда входит все, да? Туда входит именно в сфере слова управления. Это ведение технической документации, согласование в части перепланировки, переустройства, ремонт и содержание, мы понимаем, ремонт подвального помещения, содержание – это санитарное содержание. Среди обращений граждан жалобы на качество воды, а также на слабый свет. В городе 130 трансформаторов, и все они в ветхом состоянии. Интересовались на встрече и программой капитального ремонта и признания домов аварийными. А жители 28-го дома по Асканово попросили рассмотреть вопрос благоустройства дворовой территории, в частности, организации детской площадки. Учитывая ваше предложение, обязательно работу проведем. Следующая площадка, которая будет строиться в городе, мы обязательно там и предусмотрим. Такие встречи мэр города проводит с горожанами регулярно в рамках федерального проекта партии «Единая Россия. Жители МКД». Он реализуется в городе с 2022 года и направлен на поддержку жителей многоквартирных домов и популяризацию актуальной информации из ЖКХ. Проект включает в себя несколько направлений: «Наш двор и наш подъезд», дворовые встречи, работа со старшими по домам. Мы дали соответствующие ответы. Некоторые вопросы требуют определенного внимания и доработки. Мы будем над этим работать. Есть вопросы, которые мы в состоянии решить на муниципальном уровне, а есть вопросы, которые необходимо вынести и на региональный уровень. Регион всегда очень трепетно относится к нашим просьбам. Все наши обращения и просьбы держатся на личном контроле главы Республики Ингушетия Махмута Алия Макшевича Калиматова. В рамках проекта жители МКД также проводят обучающие семинары по ЖКХ, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды, а также конкурсные мероприятия. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз 24.